Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram musulmon qardoshlarimiz, Haqmashit studiyasida bugun Slovakiyadan kelgan mashhur qo'noq Hamidulin Emil Musayevich. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Расскажите нам, расскажите нам, кто вы, чем вы занимаетесь и каким образом вы оказались на бирже Челна и что привело вас к нам. В первую очередь, здравствуйте, уважаемые. Хотел бы сказать, что касается меня. Фамилия моя Хамидулин. Зовут меня Эмиль, отчество Мусаевич. Я бывший военнослужащий, родился в городе Оренбурге, прослужил свое время в советской армии, служил за границей. После окончания службы в вооруженных силах уехал жить и работать за границу. Почему? Потому что моя жена по национальности словачка. Там у меня дети, семья и работа, конечно. Сегодня, когда я нахожусь здесь, в Набережных Челнах и в студии, приехал я сюда по работе. Занимаемся мы посредническими операциями, и в частности нас интересовала технологическая щепа. Поэтому нашли мы партнеров, думаем, что в этом плане будет работа развиваться хорошо. Но было у меня немножко свободного времени. А когда я приехал в Набережные Челны, то увидел, что есть большое количество мечетей. И увидел много людей, которые носят национальную одежду, и увидел женщин, которые одеты по-мусульмански, и это меня заинтересовало. И первая моя дорога была в мечеть Тауба. Там я встретился с людьми, показали мне, рассказали, посоветовали мне, чтобы я зашел в мечеть Нур-Ихлас, зашел там, встретился с людьми, которые меня не спрашивали о том, что меня интересует, что меня привело. Просто мне рассказали о том, что в городе несколько мечетей, сильная община мусульманская. И самое интересное для меня было, что есть медресе. А когда я спросил, где это находится, так они мне сказали, что это находится во втором комплексе, называется Ак-мечеть. И тогда я, не раздумывая, в тот же день сел на трамвай и, собственно говоря, приехал. Когда я приехал, как раз я был в такое вечернее время, уже подходило время вечернего намаза, то был Азрат, и когда сказал о том, что меня привело, мне сказали, сейчас будет вечерний намаз, становись с нами, и будешь видеть, как это читается намаз. А я говорю, я ничего не знаю, я никогда не был. А он мне говорит, если ты хочешь научиться, сейчас ты становись рядом с нами. Вот. А потом мы тебя научим то, что надо будет, то, что ты хочешь. Вот. И когда я встал вместе со всеми на вечерний намаз, вот, и хотя я, честно скажу, не знал слов молитвы, вот, был я всю службу, после этого Хазрат сказал, если ты действительно хочешь, то мы тебе поможем. Вот, дадим тебе человека, дали мне Эльгизар Хазрат, вот, и тот со мной начал заниматься и объяснять такие вещи, которые просто для меня было как открытые двери из маленькой комнаты. Когда мне эту дверь открыли, передо мной оказался огромный мир. Огромный мир, который есть своя мораль, свои порядки, свои правила, правила поведения, а есть как жизненный опыт или есть слова из Священного Писания, которые нас просто как нормально размышляющего человека ведут по пути по этой жизни. Поэтому, получив такую помощь и такое предложение, я не мог отказаться. Вот. И хотя у меня как бы командировка, я совместил и командировку, и это обучение, чтобы, когда я встречусь дома со своими людьми, я мог сказать не просто, что как я себя чувствую мусульманином, да, и что у меня дома есть Коран, что у меня есть изречение на стене из святого Корана, а могу даже и говорить о том,
что надо и как бы надо начинать правильно делать. Почему? Потому что у нас в Словакии есть и община мусульман, но она разрозненная. У нас нет мечетей в Словакии, и хотя государство поддерживает разные конфессии, не препятствует, но мы просто, встречаясь, мы никогда не говорим о том, что мы знаем Коран, или читаем из Корана суры, или читаем какой-нибудь аят. Мы просто чувствуем себя мусульманами, но у нас нет знаний. Поэтому, когда сегодня получилась такая возможность приблизиться к этому, познать это, познать с этой священной книги и как бы соизмерять свои жизненные шаги, вот, то я, конечно, к этому преклонился. А самое главное, есть хорошая сура, которая говорит, что тот, кто в меня не верует и не верит в судный день, тот не заслуживает потомства. А у меня потомство есть, и я хочу, чтобы это потомство у меня заслуживало. Поэтому я хочу, чтобы мои внуки уже, почему? Потому что мои дети уже взрослые, я их, может быть, приближу к этому делу, но хочу уже работать с моим, как дальшим потомством, с моими внуками и внучками, чтобы они знали, что есть священная книга и что есть правила морали и правила жизни, которые для каждого человеческого общества ценны. И поэтому я просто рад и хотел бы поблагодарить Хазрат и Ильгизара Хазрата, да, что нашли на меня время, что нашли на меня силы, терпение, что нашли на меня столько желания уделили мне, да, что это просто бескорыстная помощь. Поэтому для меня это очень важно и ценно. Если так можно сказать, да, это, наверное, я слишком много говорю. Спасибо. Эмиль Мусаевич, вот расскажите нам еще о том, почему, вот, как вы думаете, почему люди все-таки не размышляют о том, вот, куда они идут? Потому что вы вот размышляли, думали об этом и пришли к тому, что вот вы сейчас сидите у нас в студии. Вы пришли изучать ислам. Вы пришли изучать самого себя, так скажем. Кто вы такой, с чем вы пойдете к Всевышнему, да? И что-то для вас натолкнуло вот к этому шагу. Не просто же мечети, которые вот расположены в нашем городе, не просто там люди, которые там одеты по-мусульмански. Это же только косвенная, так скажем, косвенный призыв, да, косвенный призыв. А вот основа, откуда зародилась у вас? Ну, нужно просто знать, что здесь люди, конечно, в России живут и многих вещей не знают о том, как мы живем на Западе. Да? На Западе есть средства массовой информации, которые представление о исламе дают в искаженном виде, с моей точки зрения, хотя я его как глубоко не знаю. Это одна сторона дела, которая мне не нравится, что там не совсем освещает правдиво, вот, не совсем правдиво говорят об исламе. Одна сторона дела. Вторая сторона дела, что там очень много всевозможных христианских течений, которые людей как бы на улице даже призывают. Приходите, 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 поговорим. И были даже случаи, когда ко мне домой приходили, да, приносили и Библию, и приносили мне и плакаты, и листовки. Вот. Но я им как бы не отказывал, сказал, приходите. А когда понял, о чем они говорят, я им сказал, я мусульманин, у меня есть своя священная книга, но я эту священную книгу сам не читал. Говорю, когда я ее прочитаю, потом приходите. Ну, потом через некоторое время пришли опять эти люди, ну, похожие на них. Вот, потому что это так часто идет этот процесс. Но я им опять сказал, будет время, приходите. Сейчас у меня есть своя книга, которую я еще не прочитал. А потом, говорю, у меня же действительно есть своя книга. У меня есть священный Коран, но я его не знаю. И как я могу читать что-то чужое, которое мне чуждое? Вот. И это такой, как маленький толчок, маленький импульс. А когда вот здесь оказался послужебный, это все собралось воедино, просто когда я увидел эту мечеть, да? Вот. Когда проезжал через Казань, да? Когда увидел. Говорю, да. Это, говорю, это
можно сказать, шедевры, да, это, во-первых, это строительное, архитектурное искусство, а во-вторых, это говорит о том, что люди здесь живут этим исламом. Они живут, они понимают это, и они с этим идут по жизни. Поэтому, получив возможность, я пришел в отмечу. Это был один единый уже толчок, чтобы я сюда пришел. И хотелось бы, конечно, узнать ваши пожелания нашим горожанам, нашим приверженцам ислама и правоверным мусульманам вообще, в общей сложности. Значит, что бы вы пожелали с точки зрения вот того человека, который уже познакомился с исламом? Ну, я бы пожелал каждому человеку добра, мира, благополучия и процветания. И город Набережные Челны очень красивый город. А самое главное, удивил меня своей чистотой. Что касается, что бы я мог пожелать для правоверных, для людей, которые еще не приблизились или не познакомились с исламом, или которые как бы колеблются. Каждый шаг всегда в человеке должен вызвать какое-то мужество, какое-то решение, и не нужно этого бояться. Если ты хочешь знать правду, ты ее найди в подлиннике, ты ее найди в том, в чем это оригинал, а не надо искать это где-то на задворках. Поэтому, когда, я так думаю, человек захочет знать правду, нужно ее правду искать там, где ее учат. Это главное пожелание. Надо прийти и надо научиться. Чтобы вера была у тебя вот здесь, в сердце. И чтобы это естественно. Кто ищет, тот найдет обязательно. Поэтому в исламе вера проходит через сердце и через разум, да? Через ум. Поэтому каждый с этим, кто немножко верит, но не знает, как правильно, не надо бояться. Надо просто прийти. А действительно, еще раз хочу и поблагодарить и сказать, что сердечные люди, душевные люди, а самое главное, бескорыстные. Помощь на открытой ладони. За это большое спасибо. Muhtaram jamoat, bizning qonog'imiz endi bek sog'lig'ini bizga bek hikmatli so'zlar so'zladi, bek aqlli so'zlar so'zladi. Hamda aytasi kela kim izli shu toboshaq jamoat. Agar fikrlasak, boshimizni ishlatsak, hamda endi umuman olganda islom dini bitul aqlli kishilar uchun deyiladi. Mana kim fikrli, kim o'yli, albatta islom diniga qaytashadi, asliga qaytashadi. Hamda endi Alloh taolo qoshini har bir shaxsga iymonlik kelish qaytargan nasib etsin. Unda shu qonog'imiz ko'p, har vaqtda fikrlab, to'playtirib ishlarimizni ishlab, endi Alloh taolo rahmatlarini ishonlik kirib, amallarimizni qilib, Alloh taolo rahmatlarini ishongan nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.